Ежегодно в конце ноября в Инте проходит масштабный спортивный праздник – межрегиональный турнир по боксу «Инта. Золотое сердце Коми». Это традиционные соревнования в нашем городе, которые проводятся уже много лет. Географический охват состязаний с каждым годом растет. Как интинка, что как житель нашего города, я вообще люблю спорт. И в нашем городе на спорт выделяется всегда очень много денег. Не только на этот вид спорта, но и на все другие, которые у нас есть в городе. Бокс для меня, такой немножко сложноватый вид спорта, потому что я сама лыжница. Но видеть вот эти бои детей, вот эти слезы горечи, слезы победы, то есть это самое приятное, когда ты видишь деток. Поэтому я пришла сюда на этот турнир посмотреть. А то, что собирается очень много команд, это из года в год каждый раз у нас увеличивается количество команд. Вот в этом году я узнала, что вместе с Интой 14 команд. То есть это говорит о том, что этот турнир набирает обороты, что он любим, что люди хотят сюда приезжать и показать свою силу, мощь, красоту бокса. Мы приехали в Воркуты. Мы уже занимаемся примерно 3 года. Вот. Самые лучшие соревнования были у меня в Ушинске. Был финалистом Воровщика. Вот. Также я выиграл соревнования Юрия Долгих в Воркуте. Я тоже занимаюсь 3-й год. Самые лучшие соревнования были в Сосногорске, Кубок Тимана 2024, финалист. И был на соревнованиях Юрия Долгих победителем. Как оцениваете свои силы? Не боитесь перед выходом на ринг? Нет, я упорно тренировался, думаю, я выиграю. Мы морально готовились. Когда уже перед боем чуть волнуюсь, но когда уже захожу в ринг, понимаю, нет пути назад и боксирую просто. Из Вятска приехало 4 спортсмена. Я думаю, что хорошо подготовлены. Так что нету новичков толком. Только я 4 года занимаюсь. Тренер хороший очень. Всегда помогает, поддерживает. Вот. Как тренировались? Ты первый раз в Инте? Первый раз в Инте, да. Тренировались. Я упорно тренировался. Мои согруппники тоже. Я уверен в наших силах. Я думаю, мы сможем занять первые места. Не волнуемся выйти на ринг, потому что мы тренировались упорно, шестидневку. Не страшно нам, готовы уже. Приехали мы из города Воркуты, хороший город. Команда у нас сильная, друзья поддержат, если что. Сегодня я выступаю на ринге. Я думаю, что выиграю. Мы очень сильно готовились. А давно уже боксом занимаетесь? Чем нравится этот вид спорта? Нравится то, что мы много активно играем, выступаем на ринге и тренируемся упорно. Сколько лет уже занимаетесь? 1 год. В этом году в турнире приняли участие более 150 спортсменов в разных весовых и возрастных категориях. Сразиться за награды приехали команды боксеров из Республики Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чувашии. Уважаемые друзья, огромное спасибо всем тренерам, всем боксерам, кто ежегодно приезжает на наш турнир. Наш турнир становится все сильнее, все значимее, и из разных регионов к нам приезжает все больше и больше спортсменов и тренеров. Я заметил, что у нас на турнире очень много тренеров и студий, которые в свое время прославляли не только республику, но и Россию на международных рингах. Я сейчас хочу сюда пригласить тренеров, судей, мастеров спорта России, которые сейчас отдают все силы ребятам, обучают великолепного вида спорта бокс и приводят к нам в Инту. Бои проходили 3 дня. 22 ноября состоялся торжественный парад открытия соревнований. Всех участников межрегионального турнира по боксу «Инта. Золотое сердце Коми» поприветствовал депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Бокс для Инты спорт знаковый. И мы помним фамилии Белый, Вильямас, Яковенко, Жила, Купрашевич, Остапчук, Цверчак. Здесь всегда спорт имел особую культивацию, особое почитание и кучу поклонников. Поэтому фундамент есть.
турнир уже межрегиональный. То есть он еще не всероссийский, но межрегиональный. Конечно, нужно, чтобы была соответствующая база для приема, но сегодняшний список 154 участника – это уже замечательный показатель. Уверен, что у спорта в Инте будущее есть. Я боксером никогда не был, но болеть на бокс ходили, мы всем классом ходили, потому что там выступали наши друзья, вот как раз Михаил Яковенко и Николай Жила. Межрегиональный турнир является одним из самых престижных в Коми. Он уже стал своего рода визитной карточкой Инты, и боксеры с большим нетерпением ждали его, чтобы продемонстрировать мастерство, характер, волю к победе и выявить сильнейших на ринге. Приехал из Котласа, занимаюсь боксом уже 7-й год. В Инте нахожусь уже не первый раз, третий раз уже выступаю. Первые 2 раза вторые места. Надеюсь, в этом году получится завоевать первое место. Команда наша, довольно сильная, я считаю, это мое мнение. Не знаю, мне кажется, наша команда заберет первое место в этом году. К соревнованиям готовился усердно, гонял вес. Чуть-чуть не хватало, чтобы в весовую войти категорию, но в итоге все получилось. Согнать вес. Я тоже из Котласа, 2 года занимаюсь боксом, разряда не имею. В Инту первый раз приехал, готовился сильно, вес гонял, 5 килограмм. И, в общем, готов к бою. Я первый раз в Инту приехал из города Вельск, выступал на разных других соревнованиях по боксу. Получается, занимаюсь 5 лет. Силы, не знаю, как сказать, но сосредоточен хорошо. Боевой настрой. Я занимаюсь боксом 4-й год. Мне нравится. Он мне не нравится, но это просто душа запала. Я не могу душе отказать. Я не сомневаюсь в своих силах. Ни на капельки не сомневаюсь. Первыми на ринг вышли самые юные и легкие спортсмены в весовой категории 30 килограммов. Открывали соревнования боксеры Сыктывкара и Воркуты. Мальчишек едва видно за канатами на ринге, но своим азартом и бесстрашием они могут дать фору и более взрослым боксерам. В итоге победу в этом бою одержал сыктывкарец в красной форме Ярослав Дайнека. Радости ребенка не было предела. Межрегиональный турнир по боксу «Инта Золотое сердце Коми» входит в единый календарный план спортивных мероприятий региона и проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Традиционно самой многочисленной представлена команда Инты спортивной школы «Юность». Все мальчишки тренируются под руководством опытного наставника Тараса Цверчака. Боксеры выступали в разных весовых категориях и разного уровня подготовки. Как обычно, на наш ежегодный межрегиональный турнир я выставляю своих ребят от 10 до 20 лет и далее, так скажем. Все ребята, даже новички, выходят на этот ринг, чтобы просто хотя бы прочувствовать ринг, узнать, что такое большой ринг. Одно дело в зале боксировать на ринге, другое дело на соревнованиях, в присутствии многих зрителей, так сказать, родителей и всех остальных, многих наших гостей. Поэтому все ребята боксируют от 10 до 19 лет. По-разному все готовы. Конечно, есть у меня мальчики, которые 1-2 месяца занимаются, выходят. Но я радуюсь того, что они выходят, не боятся. Плачут, слезки текут. Но он идет, бьется, он будет мужчиной настоящим. И обязательно следующий бой он выиграет 100%. И будет тренироваться после этого боя больше и лучше. Следующими на ринг вышли юные боксеры Егор Ребенко из Инты и Тимур Мочалов из Сосногорска. Оба мальчика еще начинающие спортсмены. Опыта пока мало, но каждый хотел выиграть и бил соперника как мог.
Приезжий спортсмен из Сосногорска оказался чуть сильнее и выносливее местного боксера. Егор часто пропускал удары и падал. В итоге Егор Ребенко сильно устал и не смог продолжать бой. Победа присуждена Тимуру Мочалову из Сосногорска. Команды неоднозначные. Приводят и новичков, как я выставляю новичков, и уже опытных ребят. Ну, нам немножко сложнее, вот я всегда говорю. Воркута, Инта, вот нам очень сложно. Мы на большой удаленности. И чтобы провести 1-2 боя где-то, нам приходится ехать сотни тысяч километров. Они больше боксируют, больше опыта. Допустим, вот с сентября по сегодняшний день у меня некоторые мальчики только здесь в Инте боксировали. Еще даже не выезжали никуда. А вот приезжие ребята, они уже проводили по 10-15 боев за это время. Поэтому сложно, приходится больше своих ребят настраивать психологически, разговаривать много и, конечно, стараться, чтобы они больше тренировались. Ну и, естественно, без дисциплины победы никогда не будет. Главное – дисциплина. Тренеры и друзья как могли поддерживали юных боксеров. Мальчишки, в свою очередь, старались не разочаровать наставников и зрителей. Турнир стал большим спортивным праздником для всех – и для самих участников соревнований, и для многочисленных зрителей и поклонников этого красивого и мужественного вида спорта. Боксеры в разных весовых категориях поочередно выходили на ринг. Каждый спортсмен мечтал дойти до финала и стать победителем межрегионального турнира.
тренер всегда хочет стопроцентный результат. Мне за каждого мальчика больно. Каждый удар отражается на мне, который получает мой ученик, получаю и я. Иногда спина просто бывает мокрая за один бой полностью. Поэтому хочу побед всем своим ребятам. Но даже проиграв, бывает, что проигравшие ребята меня очень радуют. Они проявляют определенное мастерство, ну, данное на этот момент, проявляет главное силу воли и упорства. И еще важнее, что после боя, он даже проигранного боя идет, плачет и говорит: я завтра пойду на тренировку и буду пахать, я завтра у него, в следующий раз я у него выиграю. Это меня больше всего радует. На Интинском ринге сразились как новички, так и титулованные боксеры, неоднократные победители и призеры соревнований различного уровня. Мастерство и силу характера продемонстрировали все команды. Во время боев мальчишки поддерживали друг друга наравне со своими тренерами. В каждой команде есть и новички, и явные лидеры. Хорошие ребята очень есть в Сосногорске. Хорошие мальчики в Сыктывкаре, уже накатанные. Вот приехали с Ямало-Ненецкого округа, вроде село Мужи, да. Ну, вы знаете, там такие мальчики хорошие есть. Они там много ездят, много летают и много боксируют. Такие накатанные ребята. Смотришь, просто по-доброму завидуешь этому. Поэтому с ними интересно моим ребятам боксировать, потому что они будут расти на таких опытных ребятах. Будут даже если проигрывать, но они будут расти обязательно. Рост будет происходить обязательно во время соревнований и после соревнований. Конечно, если будут упорно тренироваться. На ринге юные боксеры в весовой категории 27 килограммов. Интинец Данил Иванов в красной форме и боксер из Воркуты Марк Чужмаров в синей форме. Силы юных спортсменов примерно равны. Интинец Данил Иванов учится в 4 классе 8 школы. Мальчик занимается боксом несколько лет и уже не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Все свободное время он старается посвящать тренировкам.
Оба мальчика старались изо всех сил, каждый хотел одержать верх, но удача улыбнулась местному спортсмену. Решением судей победа присуждена Данилу Иванову из Инты. Соперник совершил эти ошибки, он не уклонялся от ударов, и очень хорошо были открыты удары. И из-за этого победилась победа легкая. Если бы он не совершал этих ошибок, выиграл бы он. Я 2 ошибки допустил, а он много. И из-за этого мне удалась такая легкая победа. Первый день соревнований проходили предварительные бои. В них приняли участие 35 пар боксеров. Чемпионский характер и техническое изящество, красивые комбинации с контратаками и нокдаунами старались продемонстрировать все боксеры. Остроту и напряженность в боях бурно поддерживали болельщики. На протяжении 3 дней шли упорные напряженные бои на ринге, кипели нешуточные страсти. Ведь все мальчишки имели решительный настрой и держали болельщиков в постоянном напряжении. Зрители были в восторге, поединки прошли динамично, но победы давались нелегко. В воскресенье, в День матери, в спортивной школе «Юность» прошли финальные бои. Сильнейшие боксеры соревнований сражались за золотые медали. Борьба за первые места развернулась серьезная. Награждение проходило после каждого финального боя. Все боксеры как могли поддерживали друг друга. Старшие ребята давали советы младшим, настраивали их на победу. Давид, бей! Молодец! Иди здесь, пускай!
На ринге боксеры в весовой категории 50 килограммов. В красной форме интинец Сафар Пашаев, в синей Роман Помазов из села Мужи Янау. Местный спортсмен явно превосходит своего соперника. Он точнее и сильнее наносит удары. Приезжему боксеру сложно выдержать такой напор. Бокс, стоп! Бой остановлен. Победа присуждена Сафару Пашаеву. Боксер из Янау с трудом сдерживает слезы. Я начал боксировать вчера. Я вчера выиграл из Печоры мальчика. Ну, он новичок был, допустил ошибки, там руки опускал. Ну, этот бой мне легко удался. А сегодняшний финальный бой я побоксировал с мальчиком из Мужей, из города Мужей, Ямало-Ненецкий округ. Ну, он такой довольно сильный был, но все-таки я его перебил. Ну, он потому что открывал корпус. Я по корпусу, ну, по печени ударил. Ему отчитали первый раз. И второй раз я в это же место ему попал, и ну, он сдался. Ну, я 2 дня боксировал, вчера и сегодня, и первое место занял. Я доволен этим результатом. Следующие соревнования наши Северодвинск. Когда? Мы выезжаем 27-го, а приедем 3 декабря. Надеюсь, я возьму первое место. Следующими на ринг вышли Максим Петров и Владислав Филиппов. Весовая категория 54 килограмма. Оба интинцы, воспитанники спортивной школы «Юность», занимаются под руководством тренера Тараса Цверчака. По итогам 3 раундов единогласным решением судей победа присуждена Владиславу Филиппову. Мальчик учится в 8 классе школы номер 8. Боксом занимается 3 года, имеет первый юношеский разряд. В бою я немного поддавался Максиму, потому что он младше меня. И мне было не очень комфортно, потому что я хотел бы нового соперника.
Большинство команд из Янау, Архангельской области и Коми – постоянные участники турнира. Боксеры стараются не пропускать соревнования в Приполярье и с радостью отзываются на приглашение интинцев. Мы с города Печора привезли мы 2 состава. Один состав привез тренер со спортивной школы, один состав мы привезли. У нас получается 8 человек. Вот. Ну, результатом мы довольны. Мы привезли и опытных ребят, и новичков тоже обкатываем. Как бы все в призах, 1, 2, 3. В общем, мы как бы довольны результатом. И есть над чем работать. Как бы. На самом деле все сильные как бы ребята. И со всеми приходится как бы стараться, боксировать, выходить уверенно. И так, ну, никого не отмечу, как бы, ну, все ребята достойные. Всего в финале межрегионального турнира по боксу сразились 28 пар. 11 боев провели интинские спортсмены. Мальчишки бились за медали как настоящие воины, но одержать победу удалось далеко не всем. Yes,
Все боксеры старались показать хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. Спортсмены бились отважно и целеустремленно. Зрители отчаянно болели за каждого боксера, поддерживая и подбадривая спортсменов. На ринге сильнейшие боксеры турнира в весовой категории 60 килограммов. Савелий Ушаков из Инты в красной форме и Сергей Яковлев из Вельска в синей форме. Оба спортсмена решительно настроены на золотую медаль. Бои заканчивались по-разному. Победой ввиду явного преимущества, большинством судейских голосов, отказом продолжать бой. Серьезных травм во время турнира никто не получил. Дежуривший фельдшер скорой медицинской помощи на протяжении всего турнира внимательно следил за каждым боем. Бой между Савелием Ушаковым и Сергеем Яковлевым получился достаточно напряженным. Несмотря на полученную травму, сильную боль и неостанавливающуюся кровь, приезжий боксер не сдавался и продолжал биться за победу. Врач несколько раз поднимался на ринг, чтобы оказать медицинскую помощь спортсмену, после чего бой снова продолжался.
Для интинского спортсмена это далеко не первые соревнования. В копилке мальчика уже много наград разного достоинства. Тренирует юношу Тарас Цверчак. По словам наставника, Савелий очень дисциплинированный и скромный парень. Если он будет и дальше тренироваться с таким усердием, его ждет успех. В межрегиональном турнире по боксу «Инта Золотое сердце Коми» Савелий Ушаков заслуженно занял первое место. Для моей победы мне этот бой сложился тяжело. Хороший, сильный соперник с Архангельской области. Я бился как мог из последних сил. Это мой второй бой на этих соревнованиях. Первый бой мне дался легче. Этот, конечно, финальный был намного тяжелее. Мои ошибки были то, что я много раз опускал руки и очень сильно устал. Его ошибки были идентичны, схожи с моими. Вот. А так большое спасибо я хочу выразить своему тренеру Тарасу Ивановичу, что он подготовил меня к этим соревнованиям. И только вот благодаря нему я занял первое место. Боксом я занимаюсь 3-й год, имею первый юношеский разряд. Учусь я в лицее номер 1 в 9 А-классе. Зрелищными стали бои между тяжеловесами. На ринге интинец Алексей Полидайскас в красной форме и Андрей Кивит из села Мужи Янау в синей форме. Весовая категория более 80 килограммов.
Последними в финале на ринг вышли Жамшидбек Шерматов из Сыктывкара в красной форме и Артем Егоров из Инты в синей форме. Бокс! Артем Егоров учится в 8-й школе, занимается боксом 4 года, имеет первый взрослый разряд, тренируется под руководством Тараса Цверчака. Спортсмен из столицы региона, опытный боксер, но в финальном бою парень решил не выкладываться по полной и демонстрировать все, на что способен.
второго раунда бой закончился. Победа присуждена интинцу Артему Егорову. Было очень сложно сегодня, очень сложный бой. Соперник очень сильный, опытнее меня в много раз. Очень сложный был бой. И что-то случилось ближе к третьему раунду. И стало плохо Жамшиду. И отказались от боя, видимо, тошнило. Очень бой был сложный, очень сильный противник у меня был. Провел, получается, 2 боя. Первый бой с Чебоксаров. Все хорошо, выиграл единогласным. Ну, хорошие соревнования, 2 боя сильных получились. Все призеры межрегионального турнира «Инта Золотое сердце Коми» получили заслуженные награды – медали, кубки, грамоты и дипломы. Несколько боксеров отмечены денежными призами от спонсора соревнований завода карбидов и ферросплавов. Также были признаны победители номинаций за лучшую технику, за волю к победе и за самый красивый бой.